Что касается хода голосования в Улусах, то, например, в Алданском районе сформировали 5 участков, которые посетили по предварительным подсчетам более 1000 человек. Сюжет Руслана Павлова. Вчера в воскресенье по всей стране прошло предварительное голосование праймериз политической партии «Единая Россия» по выборам в Государственную Думу Российской Федерации. Голосовали по первой модели, то есть населению была предоставлена возможность самим определить кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы депутатов Государственной Думы. В праймеризе в Якутии было зарегистрировано 15 кандидатов. Это внутрипартийная процедура, которая определяет лучших представителей партии «Единая Россия» для того, чтобы они потом представили свои кандидатуры. Вот эти кандидатуры, которые пойдут в праймерис, они будут, соответственно, партии представлены на выборы, которые состоятся в единый день голосования в сентябре, 18 сентября этого года. В Алданском районе было сформировано 5 участков, которые посетили по предварительным подсчетам около 1200 человек. Голосование являлось рейтинговым, поэтому в бюллетене можно было делать отметку напротив любого количества имен претендентов. Голосующим было дано право поддержать нескольких человек или отдать свой голос только одному из них. Победу одержат те, кто наберет наибольшее количество голосов. Окончательные итоги праймериза будут известны 27 мая. Руслан Павлов, Дмитрий Заливин, Сергей Шипачев, НВК «Саха», Алдан.